Kadir. Kıyam olmadı. Naldas kıyam olmadı ama diğer ağlamın olmadı mı? Benim bizim dedi. Kene оңа хоктара улахан яһыннара ырахан да боллалар, арас бустапкаларга кыттан үгүс биһиребили биристях местелери ылбыта. Оңорбут регистрдара, банник, буржуйка, хлеб оңорор охоктара, онтон да атын оңа хоктара станоктара хамаатык атыга бараллар. Ус ологом устун үксе жон кахакатынан үлелен келлимдир. Dinen don kahvaltının olan kaldım diye konuyor. Benim cebimde kaya yeterim diye muhaybem bana da hay. Onlar öyle bir yemek gibi. Hatun hakası diyor gibi. Hatun onunla koyduğu her şey bak. Василий Кузьмич үйетін тұқары чыл олығы тұтухан олырыр. Темиренен ұханарға арас станоктары аян оңорорға үгіс, күз, кық, ырас толку ирденелерін әтер. Білеген сағаран үксін кайбат болдым дир. Бейтін кәнеттен бұжарығы тарғаттарар үгіс кехini үйерітен көрді. Әдер жан уыз ирдетігер үйерінектерін бағарбыттарын дәхін бұ өйлі ыраханыттан саллалар. Сороқтар арығыға ылларан сатан үлелі әбәттер дир. Onun мигіттен үйерінен бұжарығы кемемет ұтымнура болар ден бағасан алақ. Артиката культура и искусство институтугар театр искусства тагоролонко ден бастакы республикатага научная практическая конференция болла. Манна сакалонкотон интерьерген Уралтан, Москваттан тия ылжыттар келдер. Театр санатыгар бастыгынан 1936 сыллаакка булат оюнска сырыйбыт алгандан юрдак туярыма колонкото турбута. Потом Асеевич тоқтайчы отуты сыллардаха эдер жархат болаттар. Бу олонка халыннан денаяс оксу һәр кемнәргә турулаһар ja Olan konu komiskabite, onlar tenturardak bu ehekimnah tergiti bulargı öbügalargı tuğun kinde hatahatna tepsel can diyen hitijik tenturardak. Ол кемте олонко билет убуста. Тихәммәк тылын күйүнән айбыт сүдә юнитен айхтаныр кирен олонко тула үле хамна сетимирдә. Бүгүнкү Бастакы Республикадагы научная практическая конференция олонко инеке сәдидегәр улахан ролы ылыга. Олонко оны тетаны искусство манаврлык бистес специалисттер. Delagana yürektaktar olan konu bir aktör tiyatrodan ejektirdi. Күрсү культура министры Андрей Борисов олонко сәдидегәр жагына кылатынын Дарья Томскаяга, Петр Шетниковка, Гафия Захаровага, Елизавета Сидоровага өрүнкөмөстүн голубут сакылыган дары туттарда. Онта елтүмен государственный муньягын юрегери культура онна соннары кеңник таргадар крестолар кымыяларын председатель Александр Жирков бүгүн күнгө магнитный лентага голубут олонко материаллар мөлчөк туруктактар. Оны сүрін сорогунан олонқоны үйеретер чинчер киіне, олонқо театрын үліға келері денетер. Олонқо инекі соғын тілер сығылақ үлілерге конференция керер әтейлер дирен солталақтыр. Соныргын Алена Гоняров, Евгений Мальцев. Бүгін жүгісі көрікке художественная гимнастика олимпийская сулустара Алина Кабаева, Ирина Чашина, Лейсан Учешаева, оны сақазырыттен түріттәк Крачан гимнастка Виолетта Иванова келділер. Спортсменнер журналистер ганан пресс-конференция берділер. Ғылжыттар сақасырығар ғылдан келбеттерігер мақталарын тертілер, оны республикаға бұл спорт көріңе сайдарығар бағаларын әттілер. Бұсырыны бейгі республика бұтығар сотырдағыда тәрелебет художественная гимнастика федерацияда көгіләті. Бұл спорт көріңе сақасырығар әдер болан білеген сүрін кығылған Эрчиллер зал суğun кереті. Оны тренерлер тейбеттір. Маны сотыру кемінен турафи қанадатын қойдылар. Бүгінгі сонын маннық салғы тылы Анна Эригна берем. Спасибо, Максим. А сейчас коротко о главных темах выпуска. Президент республики Вячеслав Штыров провел совещание по реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье гражданам России». Государственная противопожарная служба провела плановые пожарно-тактические учения на стройке одного из высотных зданий Якутска. В Исмаильском районе ведутся разведочные работы по изучению ресурсной базы нефти и газа. Президент республики Вячеслав Штыров провел совещание по реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье гражданам России». С докладом выступили министр строительства Сергей Дереповский, министр по молодежной политике Алексей Еремеев и начальник управления социального развития села Министерства сельского хозяйства Анатолий Копырин. Напомню, 17 марта была утверждена республиканская программа жилища, рассчитанная на период до 2010 года. Президент обратил внимание руководителей министерств на участие в конкурсных отборах субъектов России в рамках национального проекта жилища. Республика представила на рассмотрение Госстрою России проекты по застройки 128 и 36 кварталов города Якутска и поселка Жатай на общую сумму порядка 170 миллионов рублей. Также президент остановился на республиканской программе обеспечения жильем работников бюджетной сферы. Эта программа предусматривает бюджетное субсидирование процентной ставки банковского кредита и работает пока только в столице. Президент предложил внедрить эту программу по всей республике.
Вот для них это будет новое. И для главы, самое главное, для людей. Потому что Якутск это город для республики, имеет в виду нестандартный. Другие города, психология совсем другая. Там никто не привык покупать жилье. Все думают, что кто-нибудь им даст. В Мирном думают, что им Малороса даст, понимаешь, значит, во всех остальных местах думают, государством построить и так далее. Сам вот этот факт перехода о том, что они должны платить, покупать и так далее, это серьезное дело. В республике продолжает свою работу первый съезд муниципальных образований. С его началом делегатов поздравил президент республики Вячеслав Штыров. Первый съезд муниципальных образований – большое событие в жизни республики, отметил президент. Он также добавил, что проведение съезда свидетельствует о том, что переход на местное самоуправление требует тщательного и обдуманного подхода. Второй день в Якутске в рамках проведения съезда проходят круглые столы по вопросам социально-экономического развития муниципальных образований. Роль транспортного комплекса имеет ключевое значение в жизнеобеспечении республики. Группа во главе с заместителем председателя правительства Артуром Алексеевым провела круглый стол по вопросам транспорта, связи и торговли. В соответствии с федеральным законом в собственность муниципальных образований теперь переходят автомобильные дороги общего пользования, мосты и другие транспортные инженерные сооружения в границах муниципальных районов, поселений, городских округов, за исключением дорог федерального и регионального значения. Кроме дорожного транспорта, за круглым столом обсудили вопросы связи, информатизации, наземного, воздушного и водного транспорта. В части воздушного транспорта. На сегодняшний день у вас в раздаточном материале есть. Это вопросы, касающиеся посадочных площадок и вертодромов. Значит, принято постановление правительства 22 декабря 2005 года и предусмотрено бюджетное финансирование. Может быть, недостаточное сегодня, как мы считаем, но оно есть, и мы впервые в этом году приступаем к такой программе. Также делегаты съезда продолжили обсуждение вопросов муниципальной экономики и финансов. С основными докладами выступили министр экономического развития Виктор Ефимов и министр финансов Айсен Николаев. За круглым столом были обсуждены вопросы социально-экономического развития республики, проблемы формирования и исполнения местных бюджетов. Министр финансов Айсен Николаев отметил, что на сегодняшний день со стороны муниципалитетов есть недоработки в области процесса организации бюджета. Также стало затягиваться прохождение соответствующих документов. В связи с этим главам муниципальных образований было рекомендовано активизировать работу в указанном направлении. Еще один круглый стол, но на этот раз посвященный другой теме, прошел сегодня в столице республики. 42-е заседание общественно-политического круглого стола «Кустук» провел председатель организации «Саха-Вол. 21 век» Александр Кимкимен. Главной темой заседания – комсомол и молодежная политика. На встрече было отмечено, что молодежная политика в республике как целостная система основана на межотраслевой координации деятельности. Именно она продолжает лучшие традиции комсомольских времен. Сегодняшняя молодежная политика, проводимая в республике, опирается на достаточно эффективные комсомольские традиции. Заместитель председателя правительства Александр Власов отметил, что сегодня молодежь отлично справляется с целями, поставленными еще 80 лет назад. В настоящее время самым значимым наследием комсомола являются строительные отряды студентов, слеты активистов университета, волонтерское движение. К другим темам. Возможно, в скором времени в Усть-Майском районе будет найдено новое месторождение нефти и газа. В настоящее время ведутся разведочные работы по изучению ресурсной базы. Более подробно об этом в материале Тамары Коноваловой. На территории Усть-Майского района есть прямые проявления нефти и газа. Еще в 80-х годах прошлого столетия на 27-м километре по Амгинской трассе проводились работы по поиску месторождений нефти. Но тогда из-за тяжелого экономического положения в стране разведка на черное золото была прекращена. И вот фактически после 20-летнего перерыва начались геофизические работы по изучению ресурсной базы нефти и газа в Усть-Майском районе. Недалеко от поселка Эрдикан проводит изыскания Алдано-Майская сейсморазведочная партия. Наша Алдано-Майская партия пришла с города Мирного. Цель и задача, значит, поиск на нефть и газ. Будут заключения делать геологи, и к осени, в начале следующего года будет какой-то результат по вот этому вашему Усть-Майскому району. Если подтвердятся сведения о наличии нефти и газа на нашей территории, то это даст толчок к возрождению района, а значит и укреплению социально-экономического положения и благосостоянию населения.
Сегодня Государственная противопожарная служба управления чрезвычайных ситуаций в рамках подготовки к летнему пожароопасному периоду и безопасному пропуску паводковых вод провела плановые пожарно-тактические учения на стройке одного из высотных зданий Якутска. Репортаж Александра Лебедева. На новостройке по улице Петра Алексеева сегодня противопожарная служба отработала навыки оперативного пожаротушения, а также спасения людей с высоких зданий. Сотрудники пожарной службы отработали учения на хорошо. Они эвакуировали людей при помощи специализированной техники и тросового механизма. Потушили условный пожар. В свое время уложились, просто учения и пожар – это совершенно разные вещи, так что тут никогда не знаешь, как все будет происходить на пожаре. В принципе, у нас нормально все было. На учениях, кроме столичных пожарных, принимали участие и работники улусных филиалов. Такая подготовка намного улучшает, совершенствует работы службы. Основная цель учения – это отработка действий личного состава Якутского гарнизона Государственной противопожарной службы по спасению людей с 6 по 9 этаж, а также с кровли здания. На учениях были задействованы силы и средства, техника, спасательные устройства, а также спасатели поисково-спасательной службы. На учениях была применена новая техника Л-30 на базе Мерседеса. Последний раз данная техника применялась в тушении пожара по улице Лермонтова, 138/2, где произошел взрыв бытового газа. При помощи нового устройства было спасено 114 человек. Александр Лебедев, Евгений Мальцев. Новости республиканского телевидения. И последнее. Олимпийские звезды в Якутске. Известные гимнастки Алина Кабаева, Ирина Чащина и Виолетта Иванова прибыли сегодня в столицу республики, чтобы выступить в шоу «Олимпийские звезды». В преддверии этого события они встретились с журналистами. На пресс-конференции побывала и наш корреспондент Татьяна Кракова. Самое первое, но уже грандиозное мероприятие новой федерации. Приезд в Якутию олимпийских звезд художественной гимнастики Алины Кабаевой, Ирины Чащиной, Ляйсан Утяшевой, а также маленькой звездочки нашей республики Виолетты Ивановой. Очень приятно, я очень счастлива, что мой вид спорта развивается. И я думаю, что у вас тоже будут звездочки. Конечно, все начинается с детского и юношеского спорта. И я думаю, что это у вас будет хорошо развиваться. Детский юношеский спорт, клубная система. Этот вид спорта для нашей республики пока молодой. Секции художественной гимнастики существуют только в Нерюнгри, в Мирном, в Удачном и в Якутске. В столице за прошлый год 3 юные гимнастки защитили разряд мастера спорта. Из 98 воспитанниц 45 имеют разряды. Виолетта Иванова стала обладательницей всех 5 золотых медалей на международных играх «Дети Азии». Крупных планов таких нету, потому что все федерации работают не автономно, а вот работают со спорткомитетом республики, со спорткомитетом там России. Так? Но в то же время мы как бы сейчас уже в этом году войдем как ассоциированный член федерации, уже Российской Федерации. Да? И на этом все. До свидания.